Добрый вечер, дорогие друзья. Tere õhtust, kallid sõbrad! Рад быть в вашем общении. Mul on hea meel olla täna osaduses teiega. Мне ваша атмосфера уже понравилась. Mulle juba väga meeldib see teie õhkkond. Ну, пару слов себе, мне 45 лет. Paar sõna endast. Ma olen 45 aastat vana. Через пару месяцев будет 45. Tähendab, paari kuu pärast saan 45-seks. У меня очень классная жена, и у меня 4 детей. Mul on väga lahe naine ja mul on 4 last. Но не всегда было так. Aga alati pole see nii olnud. Если коротко, если бы не Иисус Христос в моей жизни, то я бы уже не жил бы. Kui lühidalt, siis ilma Jeesuseta oleks me juba surnud. В жизни были попробованы алкоголь, наркотики разного вида. Много раз были моменты такие, когда смерть заглядывала в глаза. Elus olen proovinud nii alkoholi kui ka erinevaid sorti narkootikumid ja mitu korda oli sellised juhtumid, kus surm vaatas mul juba silma. Словом, если бы не Иисус Христос, я не живой. Kui poleks olnud Jeesust, oleks ma juba olnud surnud. Мамочка моя родилась в христианской семье. Mu emme sündis kristlikus perekonnas. Потом она выезжает в большой город своего села и принимает решение выйти замуж, будучи не зная Бога и за неверующего папу моего. Siis ta kolis ära oma kodukülast suurde linna ja otsustas seal abielluda minu mitteuskliku isaga. Рождается у них 2 детей, моя сестра Лариса старше за нее на 7 лет и я. Siis sünnib 2 last, minu vanem õde Larissa ja mina. Однажды сестра сбрила себе под рукой родинку. Ükskord mu õde lõikas endale kogemata käe all sünnimärki, Это привело к раку лимфосистемы. mis viis lümfisõlmede vähini. Лечить мы пробовали всеми способами, но болезнь прогрессировала. Me proovisime ravida teda igal võimalikul teel, kuid haigus arenes edasi. Сестра была моим другом, очень близким. Mu õde oli mu väga hea sõber. За 2 месяца ее рак просто съел. 2 kuuga sõi vähk ta lihtsalt ära. Перед смертью к нам домой приходят верующие люди и говорят о Христе. Enne ta surma tulid meie majja usklikud inimesed ning rääkisid talle Kristusest. Она восприняла Бога серьезно и покаялась. Ta võttis Jumalat tõsiselt ning võttis ta vastu. На следующий день она попросила меня читать мне Библию. Järgmine päev palus ta, et ma loeksin talle piiblit. Я читал Библию для нее, но не для себя, к сожалению, на то время. Ja ma lugesin tollel piiblit tema jaoks, kuid mitte enda jaoks kahjuks. Вот. И в это время я занимался спортом по-серьезному. Tol ajal ma tegelesin tõsiselt spordiga. Очень хорошо получался бокс, мы с ребятами занимались спортом всегда. У нас была компания 15 человек. Olin üsna hea poksja ning sõpradega tegime sporti kogu aeg. Meil oli selline seltskond. Деньги в компании зарабатывались по-разному, бывало криминальным способом. Raha me teenisime erinevatel viisidel, vahel ka kriminaalsel teel. В компании был один парень, который употреблял наркотики. Зовут его Олег, фамилия Бешна. Ja seltskonnas oli üks mees, kes tarvitas narkootikumi. Tema nimi on Oleg Beshna. Олег начал употреблять наркотики в 12 лет и в школу уже ходил с пистолетом Макарова в 12 лет тоже. Ta hakkas 12-aastaselt narkootikumi tarvitama ning koolis käis juba 12-aastaselt Makarovi püstoliga. Олег наркоман, а мы все спортсмены. Oleg oli narkomaan, me kõik olime sportlased. Ложкой яда можно испортить бочку меда. Ühe mürgise lusikaga saab terve tünni mett ära rikkuda. Мы начали употреблять сначала алкоголь. Alguses hakkasime tarvitama alkoholi. Потом мой друг сказал так, если водка мешает спорту, надо бросать спорт. Siis mu sõber ütles nii, et kui viin segab sporti, siis tuleb sport maha jätta. Так и получилось, к сожалению. Ja nii juhtuski kahjuks. Да, потом начались легкие наркотики. Siis läksime kergete narkootikumide peale. Пацаны старшие все говорили, которые занимались спортом по-серьезному, говорили мало и не начинали легкие наркотики, потому что перейдешь на тяжелые. Но я верил, что я буду уникальный человек. Vanemad poisid, kes tegelesid spordiga, ütlesid mulle, et poiss, ära sa kergete narkootikumidega tegele, sest et pärast lähed raskete peale üle. Aga mina mõtlesin, et ma olen unikaalne. Сестричка перед этим как раз моя Лариса, она умерла. Mu õde oli just vahetult enne seda ära surnud. Она умерла, будучи верующей. Ta suri usklikuna. Через 29 дней после смерти сестры умирает мой папа. Ja 29 päeva pärast mu õe surma sureb ära mu isa. Папа в прошлом был физически очень крепкий человек, но водка победила и это. Minevikus oli mu isa väga füüsiliselt tugev inimene, kuid viin sai ka sellest üle. Мама пошла в церковь. Mu ema läks Однажды она kirikusse. приходит и говорит, сынок, я покаялась.
ükskord tuli ta tagasi ja ütles, et pojake, ma olen Jumala vastu võtnud. Я говорю, мать, как я поздравляю. Ma ütlesin talle, et ema, ma õnnitlen sind. Потом она приходит, говорит, я приняла крещение. Siis ta tuleb ja ütleb, et ma sain ristitud. Я говорю, мамочка, опять я поздравляю. Ja siis ma ütlen, jah, emme, ma jälle õnnitlen Но sind. я, честно говоря, не собирался быть верующим. Aga ma ise küll ei kavatsenud usklikuks saada. Но читать начал Библию. Я взял за принцип читать Библию каждый день. В любом состоянии. Пьяный, трезвый, под наркотиками. В любом состоянии я читал Библию. Kuid ma hakkasin piiblit lugema ja ma võtsin endale põhimõtteks, et ma loen seda iga päev. Ükskõik, kas ma olen kaine või purjus, kas ma olen narkomõju all. Ma lugesin seda kogu aeg. Пару событий было серьезных таких. Однажды, когда меня привезли домой по битвам, всего пару костей сломанных. Oli paar sellist juhtumit. Ükskord tulin koju täiesti läbi pekstuna. Mul oli ka paar murtud luud. И я тогда лежал и слушал музыку шансон. Ja siis ma lamasin ja ma kuulasin sellist muusikastiili nagu šansoon. В СНГ был такой певец Михаил Круг. Oli siis selline laulja nagu Mihhail Kruh. Однажды я понимаю, что в этой музыке слишком много подделки, а по-настоящему там, где начинаются деньги, там заканчивается все человеческое, все понятия. Честности нет, не было. Ja siiski nüüd ma saan aru, et muusikas oli kõik vale ja seal, kus algab raha, lõpeb ausus. Ja ilma Jumalata ei saa ausust olla. Взял этот диск и выкинул, начал читать Библию. Ma võtsin selle plaadi ja viskasin ära, hakkasin piiblit lugema. Однажды в церкви был призыв на покаяние. Ükskord oli kirikus kutse Jumalat vastu võtta. Но я в себе его подавил. Aga ma surusin endast selle kutse alla. Я решил, к Богу приду чуть позже. Ma mõtlesin, et Jumala juurde tulen natuke hiljem. Потом было немножко заключение, 15 суток последствия. Siis viibisin 15 päeva siis ajutiselt vangis uurimise käigus. Мой приятель один убил человека с расстояния полметра, был выстрел с обреза, с ружья. Mu sõber tappis inimese, poole meetri kauguselt lasi teda siis püssist. Но вот именно там я начал читать Библию, представляете? Вот именно там. Aga just seal ma hakkasin piiblit lugema. Мама передала мне Новый Завет, я начал читать с 13 главы Откровения. Ema andis mulle Uue Testamendi üle ja siis ma hakkasin 13. ilmutusraamatu peatükist lugema. Я читаю Евангелие и понимаю, что нужно покаяться. Ma loen evangeeliumi ja ma saan aru, et ma pean oma patti kahetsema. И опять был призыв на покаяние в церкви. Ja jälle oli kirikus kutse siis oma patti kahetseda ja Jumalat vastu võtta. И я это называю, знаете, как последнее китайское предупреждение. Ja mina nimetan seda viimaseks Hiina hoiatuseks. Я понял, что если я сейчас не приду к Богу, то что-то произойдет страшное. Ma sain aru, et kui ma praegu Jumala juurde ei tule, siis juhtub midagi hirmsat. Я понял, что есть Вседержитель, который руководит всем во Вселенной. Ja ma sain aru, et on olemas kõige valitseja, kes kontrollib maailma ja universumit. И я понял, что было покаяние. Ja Даже эмоционально пережил, что такое прощение грехов. Ja ma mäletan seda patu kahetsust ning ma emotsionaalselt elasin üles seda, mis tähendab pattude andeks andmine. Бог мне дал новую жизнь. Jumal andis uue elu. Бог дал новое мышление. Jumal andis uue mõtlemise. Бог дал мне жену классную. Jumal andis mulle laheda naise. Она намного лучше меня. Ta on palju parem kui mina. И была какая-то ситуация, когда мой друг говорил, смотри на себя в зеркало, у тебя нет перспективы, у тебя нет будущих поколений, на себе ты остановишь все. Ja oli selline situatsioon, kui mu sõber ütles mulle, et vaata ennast, sul ei ole mingit perspektiive, enda peal saabki sinu generatsioon otsa. Но я рад, что он ошибся, потому что с Иисусом есть перспектива, есть будущее. Aga mul on hea meel, et ta eksis, sest et Jeesusega on olemas perspektiiv ja temaga on olemas tulevik. После того, когда я принял Христа, Бог начал показывать мне, что нельзя быть верующим и не служить Ему. Pärast seda, kui ma võtsin Kristuse vastu, Jumal hakkas näitama mulle, et ei saa olla usklik teenimata teda. Однажды помню ситуацию, когда я сидел в машине. Mäletan olukorda, kui ma istusin autos. И четко понимал, кто отвечает за моих друзей, кто отвечает за мой город. Ja mul oli kindel arusaamine, kes vastutab mu sõprade eest, kes vastutab mu linna eest. Я понимаю, что куча людей просто пропадает без Христа. Ja ma sain aru tollal, et paljud inimesed lähevad ilma Jeesuseta hukka. Принято было решение служить Богу. Ja siis võtsin vastu otsuse Jumalat teenida. Начинал с того, что я носил просто аппаратуру. Alustasin sellest, et ma lihtsalt kandsin mingisugust Потом aparatuuri. стихи в церкви рассказывал. Siis hakkasin kirikus luuletusi lugema. Потом начал проповедовать немножко. Siis hakkasin jutlustama natukene. Потом Бог позвал на организацию новой церкви. Ja siis kutsus Jumal uut kogudust looma. И в организации новой церкви я участвую много раз. Уже третий раз мы идем уже на организацию новой церкви. Ja koguduse loomisega olen ma juba mitu korda tegelenud. Первый раз в городе Ровно, церковь Благодать. Praegu on juba kolmas kogudus. Esimest korda oli Rovno linnas Armu kirik. Второй раз в городе Киев, церковь Благодать. Seejärel oli Kiievis Armu kogudus. И сейчас снова в городе Киев церковь называется Храм Мира.
Ja nüüd jälle Kiievis ja koguduse nimi on Rahu tempel. Мы в церквях всегда старались служить чем-то практическим людям. Ja kogudustes oleme alati üritanud teenida inimesi kuidagi praktiliselt. Христос, когда отделяет овец от козлов, он говорит, что овцы это те, которые практически послужили. Kui Jeesus eraldab sokke või kitsi, siis lammastest ütleb ta, et lambad on need, kes on kuidagi praktiliselt teeninud. Верующие это те, которые кормили, поили, одевали, посещали и принимали. Есть 6 глаголов, которые определяют служение по мнению Христа. Usklikud on need inimesed, kes toitsid, andsid juua janustele, kes võtsid inimesi vastu ja kes käisid jutustamas. В церквях мы начинали реабилитацию наркоалкозависимых. Kogudustes me siis tegelesime alko- ja narkosütlaste rehabilitatsiooniga. Служение среди детей, сирот всегда было тоже с нами. Teenisime lapsi ja orbe, see oli alati meiega. Я верю в то, что служение Богу это всегда что-то практическое, это служение людям. Ja ma usun, et Jumala teenimine on alati midagi praktilist, see on inimest. Если я хочу себе задать вопрос, служу ли я Богу, вопрос просто ставится, служу ли я людям. Ja kui ma tahan teada, kas ma teenin Jumalat, see on väga lihtne, peab lihtsalt küsima endalt, kas ma teenin inimesi. Вот. И мы брали приюты сиротские, мы ездили, мы фокусировались в что-то одно, не распылялись много, мы брали пару приютов, в один, во второй ездили, там дружили с ребятами, общались. Ja me tegelesime näiteks lastekodudega, me ei tegelenud kõigega korraga, fokusseerisime kindlatele lastekodudele, võtsime lapsi sealt, mängisime nendega, tegelesime. Начинали реп-центры. Alustasime rehabilitatsioonikeskuseid. Везде, где мы не служили, мы начинали реабилитацию, наркоалкозависимых. Куча таких людей на улице. Igal pool, kus me teenisime, me alustasime rehabilitatsioonitööd. Alko- ja narkosütlased, need inimesi on liiga palju. В Украине, если бы взяли, допустим, вы сыграли в игру «Глобальная деревня», из 100 человек, 100 мужчин, да, которые живут в этой деревне, 85 это те, которые употребляют алкоголь постоянно. Kui te võtate keskmise küla Ukrainas, siis 100 mehest on 85 sellised, kes tarvitavad alkoholi regulaarselt. 30 из 100 мужчин будет употреблять легкие наркотики. 30 100 tarvitavad kergeid narkootikume. Сильнодействующие будут употреблять от 7-10 мужчин. Ja 7-10 meest tarvitavad raskeid narkootikume. Потому мы служили там этим людям. Церкви наши всегда были более мужские, чем женские. Seetõttu me teenisime neid inimesi seal. Ja meie kogudused on alati olnud rohkem, seal on alati mehi rohkem olnud. Жизнь ребят реально менялась. На сцене сейчас люди есть, которые, дискандантные пары, которые кто-то ВИЧ имеет, кто-то гепатит С имеет, кто-то и ВИЧ, и гепатит С вместе имеет. Ja inimeste elud on muutunud. Paratamatult olid sellised inimesed, kellel oli HIV või C-hepatiit või mõlemad korraga. Вот, но они строят семьи, они живут, у них новая жизнь, они рождают детей. Aga vaatamata sellele nad ehitavad uusi perekondi, neil on elu ja nad suudavad isegi lapsi üles kasvatada. У меня в доме девочка живет, Таня зовут, старшая моя дочка, она тоже приемная, она сирота. Mul kodus on, mul on tütar, mu vanem tütar on, tema nimi on Tanja ja ta on ka lapsendatud orb. Христос, когда говорит о добром самарянине, есть 2 человека, которые служат Богу. Kui Kristus räägib heast samaarlasest, siis ta toob välja 2 inimese tüüpi, kes teenivad Jumalat. Но они проходят мимо бедного человека, который задыхает, умирает. Aga need Jumala teenijad lähevad surevast inimesest mööda. А третий типа вообще не служитель, но тем не менее он послужил. 3 ei ole üldse mingisugune teenija, aga ikkagi ta teenib. Друзья, послушайте, наше служение Богу должно быть чем-то практическим. Sõbrad, Jumala teenimine peab alati olema midagi praktilist. Самый сильный потенциал церкви это не воскресенье. Это среди недели. Koguduse suurim potentsiaal ei ole pühapäeval, vaid ta on keset nädalat. Каждый из нас может пойти, кормить, поить, принимать, одевать, посещать кого-то. Мы можем идти в больницы. Igaüks meist võib minna toitma, hoolitsema, kedagi külastama. И у нас хватает чем заниматься. Meil on alati tegevust olemas. Что хочу сказать еще, друзья? Mis ma veel tahan öelda? Имейте близкие отношения с Богом ежедневно. Hoidke lähedasi suhteid Jumalaga igapäevaselt. Утро должно начинаться с Бога. Hommik peab algama Jumalast, Не с кофе. mitte kohvist. Может быть с кофе, но потом все равно Бог. Võib-olla kohvist, aga ikka Jumal peab ka tulema. Нету Библии, нету завтрака в вашей жизни. Запомните правило. Если вы не кормили свою душу бессмертную, не кормите свою плоть. Jätke meelde, kui polnud piiblit, siis pole ka hommikusööki. Kui te pole toitunud oma hinge, siis te ei saa ka oma keha toita. И только отношения с Богом будут давать настоящую радость. Ja ainult suhted Jumalaga kingivad teile tõelist rõõmu. Если этих отношений не будет, вы будете радость стараться получить от мужей, от жен, от ближних своих. Kui teil neid suhteid ei ole, siis te üritate saada oma rõõmu oma lähedastest, oma meestest või naistest, oma mingitest sõpradest. И будете возвращаться с пустыми руками. Там радость вам не получить.
aga tulete tühjade kätega tagasi, sest sealt tõelist rõõmu ei saa. И служите Богу чем-то практическим среди недели. Teenige Jumalat praktiliselt keset nädalat. Вот такое. Хорошо, Божьих вам благословений. Рад, что все вместе мы. See nii ongi ja Jumal õnnistusi teile, mul on hea meel, et me oleme täna koos. Если у вас будет в жизни вертикаль отношения с Богом, если вас будет радовать Творец, вас будет радовать творение. Kui teil on elus vertikaalselt kõik korras ja teil on head suhted Jumalaga, siis teil on ka horisontaalselt kõik korras. Teid hakkab rõõmustama ka tema loodu. Если вас не радует Творец и не радует Его Слово, вас будет раздражать все творение. Вы будете разочарованы в людях всегда. Ja kui teid ei rõõmusta teie looja, kui teid ei rõõmusta tema sõna, siis teid kurvastab ka kogu loodu. Kõik ajab teid närvi siis. Это аксиома. See on aktsioon. Божьих вам благословений, друзья. Jumal õnnistus teile, sõbrad. Спасибо за внимание. Tänan tähelepanemist. Может, вопросы есть? Kas on küsimusi? Мы по времени вложились, да? Ну, запас есть еще. Хорошо, ну расскажи немножко тогда дальше. Aga siis ma räägin veel natuke kui aeg. Друзья, церкви, в которых мы участвовали, которые начинали, они были очень простые. Мы начинали все с домашних групп простых. Kogudused, kus me töötasime, olid väga lihtsad. Me tavaliselt alustasime kodugruppidest. Среди недели я живу в контексте малой группы. Я сам веду малые группы, 2 штучки. Keset nädalat ma elan kodugrupi kontekstis. Ma ise juhin 2 kodugruppi. А еще у нас есть группа подотчетности, называется она D-группа. Группа ученичества. Ja meil on veel nii-öelda see vastutuse grupp, mille nimi on siis jüngrite või jah, jüngrite grupp. Для формирования мужчин нужны мужчины. Meeste vormimiseks on vaja mehi. Вот, и мы начинали церкви, и если брать в городе Ровно, мы начинали новую церковь Благодать, она начала быстро очень расти, она бывала моменты, что она по 80 человек решения принимали в год. Ja kui me alustasime Rovnos oma armukogudust, siis ta kasvas väga kiiresti. Vahel olid aastad, kus 80 inimest said ristitud. И это не 90-е годы, это 2000-е годы. Ja need ei ole 90-ndad, need on juba 2000-ndate algus. В городе Киев мы за 14 лет тоже открыли 6 церквей. Kiievis avasime ka 14 aastaga 6 kogudust. И реально судьбы людей просто поменялись конкретно. Ja inimesed reaalselt muutusid. Сейчас я снова на новую церковь пошел. Nüüd alustasime jälle uue kogudusega. Если будете вспоминать про меня молитва, вспоминайте, буду очень благодарен. Ja kui te kunagi palvetate minu eest, siis ma oleks selle eest väga tänulik. Хорошо. Может, вопросы есть реально, друзья? Kas on mingid küsimused tõesti, et palun mitte? У меня вопрос такой, вот Да. Ровно это чисто украинский город, насколько я Да, знаю. это Западная Украина. Западная Украина. Да. Вот у нас здесь такое мероприятие, где мы стараемся приводить эстонцев и русских вместе, Да. потому что у нас два сообщества живут довольно раздельно. Да. Вот как у вас был этот опыт? Украиноговорящие, русскоговорящие, как в церквях? Как вы решаете этот вопрос? Rovno on teadaolevalt linn Lääne-Ukrainas. Meil on siin selline üritus, kus me üritame eestlasi ja venelasi kokku viia. Kuidas teie lahendasite seda rahvaste küsimust, et kuidas te suutsite ukrainlasi ja venelasi kokku panna? Я в Ровно даже, там, где говорили по-украински, я говорил по-русски в основном. Rovnos ka, seal, kus räägiti ukraina keeles, ma enamasti rääkisin vene keeles. Друзья, представьте себе, вы заходите в дом, в котором говорят на любом языке. Kujutage ette, et te tulete majja, kus räägitakse igas keeles. Вы можете зайти в дом, в котором, может быть, все идеально, чистота. Я был в разных домах. Te võite tulla majja, kus on ideaalselt puhas ja kõik on ilus. Ma olen erinevates majades Он может olnud. быть очень большим и очень дорогим, этот дом. Ja see maja võib olla väga suur ja kallis. А вы можете прийти в дом, в котором не очень дорого все, но там есть атмосфера. Aga te võite tulla ka majja, kus kõik ei ole väga kallis, kus on mingisugune õhkkond olemas. И выходя из каждого дома, знаете, что мы запоминаем? Мы запоминаем эмоцию. Ja kui me väljume mingist majast, siis me jätame meelde just seda emotsiooni, mida see maja meile jättis. Скажу так, что на эстонском вы говорите, на русском языке, если вы друг с другом пообщаетесь, главное, чтобы вы друг друга понимали. Ma ütleks nii, et vahet pole, kas te räägite eesti keeles või vene keeles. Põhiasi, et kui te suhtlete, siis et te saaksite üksteisest aru. И мы даже забудем, о чем мы говорили, мы запомним эмоцию, отношения. Sest et me unustame ära isegi selle, millest me rääkisime, aga me jätame meelde selle emotsiooni ja me jätame meelde need suhted. А там, где Христос, там написано, послушайте, царство Божие не пища и питье, а праведность и мир и радость во Святом Духе. Там, где Христос в центре нашей жизни,
там есть и радость, и мир, и покой. И эти вещи Христос оставил только за собой. Ja seal, kus on Kristus, seal on rahu ja armastus ja veel kord rahu. ning kõik need asjad toob Kristus ise. У Христа монополия на покой, на радость. Kristuse juures me suundume rahu ja rõõmu poole. Потому мы запоминаем отношения. Ja me jätame meelde just need suhted. Вспомните любые дома. Я в разных домах был, серьезно. Мы запоминаем отношения. Все. Tuletage meelde need majad, kus te käinud olete. Me jätame meelde need suhted. То есть это вообще не вопрос. Это не вопрос. Seega see ei ole üldse küsimus. Вот такое. Хорошо, может быть, еще есть вопросы? С чего начинается малая группа? Millest algab üks kodugrupp ja kuidas seda alustada? Малую группу скажу так, что обычно я как начинал. Я прозвонил своим друзьям неверующим, которые не знают Христа, и верующим, и говорил, вот через месяц у нас начнется группа по изучению Библии. Mina alustasin oma kodugrupi nii, et ma helistasin kõigile oma usklikele sõpradele ja mitteusklikele Маленькие sõpradele. визиточки делал, говорил, это приглашение тебе, вот через месяц будет домашняя группа. Ning ütlesin, et kuu pärast algab meil kodugrupp. И в основном люди были не против прийти. Ma tegin väiksed kaardid, jagasin need inimestele, üldiselt nad olid nõus tulema. Потом я им сообщение писал, добро пожаловать, приходите завтра в столько-то часов. И люди приходили, как правило, немного. Все малые группы мои, в которых участвовал, начинали с 3 человек где-то приблизительно. Siis ma saatsin kõigile Это я sõnumeid, себя уже считаю. ja ütlesin, et homme tuleb kodugrupp, palun tulge kohale, olete väga oodatud. Tavaliselt palju inimesi ei tulnud. Meil alustati 3 inimesest ja mina olin sinna kaasa Но они arvatud. начинали расти. Aga nad hakkasid kasvama. Я понял, домашнюю группу свою первую в доме у меня было. У меня в квартире было 4 комнаты, но у меня все было такое обшарпанное, страшное, обои порванные, все, но началась новая жизнь. Ma mäletan oma esimest kodugruppi, võtsin neid vastu oma korteris, seal oli küll 4 tuba, aga nad olid väga halvas seisundis, kõik tapeet oli sealt maha rebitud, väga kole, aga ma alustasin uut elu. И мы изучали Евангелие от Иоанна, и люди начали приходить к Христу каяться. Ja me uurisime Johannese evangeeliumit ning inimesed tulid Kristuse juurde ning muutsid oma elu. Вторую малую группу мы начинали для организации новой церкви «Благодать» в городе Ровно. Teist kodugruppi me alustasime uue koguduse rajamise nimel, see oli siis Rovno linnas. Опять пришел 3 человека со мной вместе. Jälle tuli 3 inimest, mina kaasa arvatud. Через 2 недели парень, который был один из нас, неверующий, он покаялся. Ja siis nädala pärast üks poiss, kes ei olnud usklik, ta võttis Jumala vastu. Через 2 месяца ходило аж 40 человек. 2 kuu pärast käis 40 inimest. Там была атмосфера. Seal oli atmosfäär. Да, мы приглашали своих друзей, неверующих, мы ели вместе, мы пели вместе, мы говорили о Христе, и жизнь начала людей меняться. Me kutsusime oma sõpru, mitteusklikke, me rääkisime neile Kristusest, me laulsime ja me sõime koos ning elud hakkasid muutuma. И потом, по мере того, как группа растет, необходимо готовить лидера, формировать. Ja mida suuremaks kasvab see kodugrupp, seda suurem on vajadus uusi liidreid kasvatada. Формируется он так. Я говорю, допустим, смотри, я веду группу, а ты просто посмотри, хорошо? Ja nende liidrite kasvatamine toimub nii, et mina alguses juhin gruppi, aga sina näiteks vaatad. Я веду группу, а ты немножко помоги. Вот у тебя пару вопросов и мне пару вопросов. Mina juhin gruppi, aga sina aitad natuke paar küsimust. Minul paar küsimust, sinul. Потом ты ведешь группу, я тебе помогаю. Siis sina juhid gruppi, mina aitan sind. Потом ты ведешь группу, я уехал на конференцию в Таллин. Siis sina juhid kodugruppi, aga mina lähen Tallinna konverentsile näiteks. Я приезжаю, он говорит, так, группа классно прошла без тебя. Ja siis ma tulen tagasi ja ütleb mulle, et kodugrupp läks ilma sinuta väga hästi. Да, вот так мы шли группы, и мы умножали группки наши. Сейчас у нас церковь новая, у нас за 6 месяцев, у нас сейчас есть 10 домашних групп. Niisiis me paljundasime oma kodugruppe ja meie praeguses koguduses on juba 10 kodugruppi. И вот там в домашних группах, друзья, послушайте, люди друг друга реально знают. Мы знаем, чем мы живем. Ja kodugrupid on need kohad, kus inimesed tõesti tunnevad üksteist. Nad saavad aru, mis toimub nende teiste eludes. В большом собрании не достигнуть общения вот такого. А если бы мы сели там 4-5-7 человек, 12 потолок, мы друг друга знали бы намного лучше. Suurel teenistusel ei ole võimalik inimesi tundma õppida, aga kui me istume maha 5-7 kuni 12 inimest, siis me saame üksteist väga hästi tundma. Малая группа вообще это модель, за счет которой церкви постоянно росли. Новозаветная церковь до момента, когда император Константин сделал официальное христианство, она росла через малые группы. У них не было больших зданий даже своих. Kodugrupid on põhiline koguduste kasvumudel ja vara Kristuses enne seda, kui Konstantinus tegi Kristusest impeeriumi põhireligiooni, kogunesidki kristlased väikestes kodugruppidest ning kogudus kasvas nii. Южная Корея христианская страна. Не по названию, по сути своей. Lõuna-Korea on kristlik riik, mitte küll nimelt, aga oma olemuselt. Там церковь, это церковь домашняя группа. Sealsed kogudused on kodugruppide kogudused. В Китае сейчас церковь вне закона.
Hiinas on kogudused keelatud. Не имеет даже зданий своих. Neil tihtipeale ei ole isegi oma hooneid. Но в китайской церкви сейчас за счет домашних групп, изучения Писания, в домашних группах верующих больше, чем в коммунистической партии Китая. Aga tänu kodugruppide tööle on Hiinas praegu rohkem usklikke inimesi kui Hiina kommunistlikus parteis. Церковь растет за счет домашних групп. Потом в Колумбии то же самое. Kogudused kasvavad kodugruppide alt ja Kolumbias on sama asi. Там, где наркокартели, там церкви домашних групп. В Америке самая быстро растущая церковь – это церковь домашних групп. В Украине то же самое. USA-s kõige kiiremini kasvavad kogudused on kodugruppide kogudused. Ukrainas on samamoodi. Поэтому спасибо за вопрос. К чему я призываю? Если вы еще не в домашней группе, друзья, вы просто теряете много. Seega ma tänan küsimuse eest ja mis on minu kutse, et kui te pole veel kodugrupis, siis te kaotate väga palju. Да. Как часто собираются домашние? Kui tihti kodugrupid kokku saavad? Хотя бы раз в неделю. Vähemalt kord nädalas. Хотя бы раз в неделю. И мы просим так, чтобы это было основное их, мы просим воскресное собрание, пусть и среди недели домашняя группа – это основное наше служение. И мы просим людей, чтобы они еще вне плана мероприятия время от времени проводили. Они бывает, просмотрят фильм вместе, обсудят этот фильм, что там было. Выход на природу вместе, пройти какой-то момент, на пикник выйти. Это классный момент очень тоже. Ja siis kodugrupp keset nädalat ning jumalateenistus pühapäeval on meie tähtsamad teenistused ning veel me palume inimesi, et nad vahel korraldaksid siukseid mitteformaalseid üritusi, kas või vaadata mingisugust filmi koos või sõita loodusesse, et aega veeta. Да. Спасибо за вопрос. Да. У меня вопрос по поводу D-группы. Да. Домашняя группа, она достигает определенного количества людей и делится, да, и продолжается. Потом эти группы в свою очередь вырастают, делятся. И так этот цикл продолжается. D-группа, какая у нее продолжительность? Какой... Mul on küsimus selle jüngrite grupi kohta, et ma saan aru, et kodugrupid need luuakse, siis nad kasvavad, siis luuakse uusi, aga kuidas toimib see jüngerluse grupp? D-группа – это группа ученичества и подотчетности. See jüngrite grupp, seal toimub siis jüngerdamine ning isiklik see vastutus. Это по сути группа взращивания лидеров. See on sisuliselt liidrite kasvatamise kogukond. Она бывает идет год, а бывает 2 года идет. Ta võib kesta aasta aega, ta võib kesta 2 aastat. Наверное, критерии не сроки временные, а критерии это рост. Если я вижу, что ученики мои, они созрели для того, чтобы начинать свою сурейцы, D-группы можно будет птенцов выбрасывать из гнезда. Kriteerium ei ole mitte aeg, vaid kriteerium on vaimulik kasv ja kui ma näen, et need jüngrid on juba valmis, siis saab neid ka teenistusse rakendada, aga kui ei, siis võtab aega. Год, 2, 3, может быть. Да, вы говорили, что мне сказали, что у вас, например, среди женщин, среди сестер не пошли, допустим, D-группы. Вот, тем не менее, как вы... Да, они пошли, но не так хорошо, как у мужчин. Te vahepeal räägite, et õed läksid ka D-gruppidesse, aga mitte nii aktiivselt kui mehed siis. Женщины, как-то они к этому акцент не делали такой серьезный. Naised pole millegipärast sellest nii aktiivselt siis Вы osalenud. знаете, какие вопросы в D-группе идут? Kas te teate, milliseid küsimusi tavaliselt arutatakse nendes jüngrite grupis? Хотите расскажу вопрос? Ma võin teile sellest rääkida. Есть вертикальные и горизонтальные вопросы. On siis vertikaalsed ja on horisontaalsed küsimused. 2 по вертикали и 3 по горизонтали. Первый вопрос. Расскажи, что Бог тебе открывал среди недели и библейский стих на память. Näiteks esimene küsimus, et mida Jumal on sulle nädala jooksul näidanud ja esita siis mõni piiblisalm, mis sa oled ära õppinud. Мы все на одной страничке, мы все читаем одно и то же самое, и каждый день мы даем друг другу отчет, что я общался с Богом и я размышлял над Писанием. Me kõik oleme samal leheküljel, me kõik loeme samu asju ja siis iga päev anname üksteisele sellist tagasisidet, kuidas me oleme täna Jumalaga suhelnud. Подотчетность дает свои плоды. Ja see vastutus annab ka oma vilju. Второй вопрос в отношении горизонтали. Проявлял ли ты практическую любовь к своей жене? Teine küsimus on horisontaalne, kas sa oled kuidagi praktiliselt oma armastust oma naise vastu Проводил ли ты с ней время? Kas sa oled temaga aega veetnud? Был ли ты священником в своем доме? Kas sa oled olnud siis preestriks oma majas? Души попекал ли ты своих детей? Kas sa oled hoolinud ja jüngerdanud oma lastest? Если не женатик, то проявлял ли практическое уважение к своим родителям? Ja kui sa pole abielus, kas sa oled praktiliselt näidanud austust oma vanemate vastu? Дальше вопрос вертикали опять. Какое самое было сильное искушение твое среди недели?
järgmine on jällegi vertikaalne küsimus, mis on olnud nädala jooksul su suurim kiusatus? Не участвовал ли ты в каких-то делах тьмы? Ega sa pole osalenud mingisugust pimeduse tegudes? Не пил, не курил, не дрался, не матерился? Ega sa pole joonud, suitsetanud, kakelnud või ropendanud? И самый крутой вопрос, но для того, чтобы в открытую идти, надо время. Ja see on nähtavasti kõige keerulisem küsimus ning selleks, et inimesed saaksid avatud olla, on vaja aega. Вопрос будет так, не смотрел ли ты чего-то аморального по телевизору или интернету? Ja see küsimus on, et ega sa pole vaadanud midagi amoraalset internetist või siis televisioonist. Для мужчин очень важный вопрос вообще. Meeste jaoks väga tähtis küsimus tuli. Мы помогаем друг другу жить более свято. Me aitame üksteisel elada puhtamat elu. Вопрос дальше, опять идем в горизонталь. Говорил ли ты Евангелие кому-то и как это было? Järgmine küsimus on jälle horisontaalne. Kas sa oled jaganud evangeeliumi kellegagi ja kui jah, siis kuidas? И вопрос пятый, сказал ли ты нам правду? Ja viies küsimus, kas sa rääkisid meile tõtt? Все. Kõik. Kõik. Хорошо, друзья. Эти вопросы касаются D-группы, да? Да. Ja need küsimused puudutavad siis just jüngrite gruppi. А для малых групп тоже есть разные материалы, есть по Евангелиям разбор, есть темы разные, да. То есть ресурсы есть много. Начало тоже нужно материал иметь, да? Какую программу идти, да? Ну, классно, когда есть что-то, хотя бы какие-то наброски, или я по Евангелиям иду, когда у меня есть какие-то вопросы или темы какие-то есть, для малой группы это очень важно, чтобы была тематика какая-то. Kodugruppide jaoks on ka olemas erinevad materjalid ja alati on hea, kui on olemas mingisugune ettevalmistatud temaatika, mingisugune materjal, millele tugineda. Хорошо, друзья. Väga hea sõbrad. Божьих вам благословений. Õnnistusi teile. Пускай Иисус будет самым большим вашим сокровищем, друзья. Ja olgu Jeesus teie kõige suuremaks aardeks. Если вы еще неверующий человек, сейчас минуточку, да, если вы еще неверующий человек, друзья, помните, что покаяние – это смена вектора поклонения. Должен быть Христос более любим, чем вы любите самого себя. Ja kui te pole veel usklik, siis pidage meeles, et Jumala vastuvõtmine on oma ülistuse suuna muutmine. Kristus peab saama teist endast olulisemaks. Юлька, да, спрашивай. Palun, sealt oli küsimus. Как сложилась жизнь у твоих друзей? Спасибо, вопрос. Kuidas su sõprade elu kujunes? Из компании ребята, 9 человек сейчас верующие уже. Олег Бешта, который... Да. Minu seltskonna poisid on siis, nendest 9 on praegu usklikud. Олег Бешта, тот, который имел кличку Беспредельщик. Oleg Bešna, kelle hüüdnimi oli siis, vallatu, aga nagu väga ekstreemselt vallatu, ütleme nii. Ma ei oska seda täpsemalt vene keelest. Нет, реально, я с Олегом был в таких ситуациях, что вы в фильмах про террористов такой морды даже не увидите. Mina olen Olegiga olnud sellistes situatsioonides, mida te ei pruugi isegi terrorismifilmidest näha. Вот, Олег сейчас верующий, представляете? Oleg on nüüd usklik, kujutage ette. С 12 лет он начал колоть наркотики. 12-aastaselt hakkas ta narkootikumi 12 лет он с пистолетом уже в школу ходил. Siis ta hakkas püstoliga koolis käima. Я смотрю на своих пацанов, 12 лет это вообще мальчики еще. Олег 12 лет был уже крутой. Ja mina vaatan praegu... Олег сейчас верующий, пастор церкви. Ja mina vaatan praegu oma noori ning mõtlen, et kas nad on ikka üldse poisid. Minu see Oleg oli 12-aastaselt juba päris palt. Aga nüüd ta on usklik. Мне кажется, за овец церкви он готов порвать кого хочешь. Kuigi koguduse inimeste eest on ta vist valmis keda iganes tükkideks reebima. Но в этом всем он, друзья, очень любит Бога и славит Его. Aga selle kõige keskel armastab ta Jumalat ning Олег занимается наркозависимыми людьми. Oleg tegeleb alko- ja narkosõltlastega. Он герой города Ровно. Ta on Rovno linna kangelane. Когда он покаялся, приехала милиция и говорит: Олег, давай вечером снимем программу телепередач, как Бог тебя поменял. Siis kui ta Jumala vastu võttis, siis tuli miilits tema juurde ja ütles talle, et Oleg, teeme sinust telesaate, et kuidas Jumal on su elu muutnud. Sonik сказал: цирка тут вам не будет. Siis tema vastas selle peale, et tsirkust ta siin ei saa. Все в будущем увидят, как Бог меня поменял. Tulevikus näevad kõik, kuidas Jumal on mind muutnud. Хотите расскажу ситуацию с Олегом? Ma võin rääkida ühte väga põnevat lugu. Значит, через жизнь его церкви многие люди поменялись и пришли к Христу сейчас. Tema elu ja tema teenimise kaudu on väga paljud inimesed nüüd muutnud ja tulnud Kristuse juurde.
Если бы вы попали в его церковь, вы посмотрели бы на лица людей, вы подумали бы, они неверующие точно. Oleks te tulnud tema kogudusse ja näinud inimeste nägusid, siis te oleks mõelnud, et nad kindlasti pole usklikud. Но они верующие, покаиваются Христу. Aga nad on usklikud ja nad kummardavad Kristust. И родители очень уважают Олега за то, что их жизнь их детей поменялась. Ja vanemad väga austavad Olegi selle eest, et nende laste elud on muutunud. И вот это одна ситуация. Vot üks situatsioon. Олег, он выглядит очень внушительно, так как итальянский мафиози. Oleg näeb väga muljet avaldav välja, nagu üks Itaalia mafioso. Он однажды приходит в дом к одним людям, Ükskord tuleb ta inimestele külla. а их дочка покаялась, приняла Христа, и жизнь поменялась. Nende tütar on Kristuse vastu võtnud ja tema elu on muutunud. И мамочка, выходит мама, и на Олега смотрит, говорит, Олег, какой вы прекрасный человек. Ja siis tuleb see ema koridori välja ja ütleb, et Oleg, te olete imeline mees. Если бы не вы, наша жизнь бы пропала. Ilma teieta oleks meie elu metsa läinud. Вы такой добрый, слава Богу, что вы есть, лучше вас нету. Она там, короче, она долго Олегу рассказала, какой он хороший. Ja siis ta ütleb, et te olete nii hea ja tänu Jumalale, et te olemas olete ja nii edasi. Väga pikalt rääkis Olegile, kui hea ta on. И тут жест моего Олега друга. Он так становится, так берет уши. Ja siis see, mis mu И так вот стоит, представляешь? Mu sõber Oleg teeb, так стоит. В глаза сказал, такая стоит. Олег, а что вы делаете? Олег, а зачем вы? Олег, ну перестаньте, ну что вы делаете? Sõber Oleg teeb sellise žesti ja siis seisab niimoodi mõnda aega. Ja ta mama стоит, говорит, Олег, ну зачем вы это делаете? Ja naine ei saa aru, et Oleg, miks te teete seda? See on väga imelik. Олег говорит, на самом деле я просто человек. Oleg ütleb, et ma tegelikult olen Ничего lihtsalt серьезного. ja ei midagi tõsist. Ну вот там, говорит, есть Бог, который все поменял в жизни вашей дочери. Aga seal on Jumal, kes on kõik muutnud teie tütre elus. И только ему слава. Ja ainult tema olgu kiidetud. Ну, чувство юмора у Олега прекрасное, вы понимаете, да? Huumorimeel on tal suurepärane, nagu te aru saate. Да, хорошо. Да. Окей. А каким социальным служением занимается ваша церковь? Mis sotsiaalteenistusega tegeleb siis teie kogudus? Смотрите, мы занимаемся служением нарко-алкозависимым и занимаемся конкретно детям-сиротам. Два направления основные наши. Да. Meie kaks põhilist suunda on siis narko- ja alkoholsõltlaste rehabiliteerimine ning orbude teenimine. Наша дружеская церковь, они знаете, что делают? У них еще в стороне есть другие, они выходят бомжиков кормят, допустим, и называют они стороне царям. Meil on veel sõpruskogudus ja siis neil on selline teenistus, et Они стрелбут, бреют и приносят новую одежду. nad toidavad, riietavad ning lõikavad kodutute juukseid ning selle teenistuse nimi on kuningate teenimine. Цари не обижаются? Да. Цари нет, ну и нормально звучит. Царей идем встретить царей, все пришли. Цари в переходах сидят подземных ждут, придут, чтобы встретить. Ja kuningatel on tavaliselt väga hea meel, et neile meeldib, kuidas neid nimetatakse ja üldiselt meeldib ka see tulemus, et nad saavad oma juuksetaatjad saavad süüa. Что еще делаю время от времени? Это университет и школы, где мы несем служение профилактики. Есть у меня программа, называется «Правда про наркотики», «Правда про СПИД», «Правда про алкоголь». И есть одна базовая программа, называется «Никаких извинений». 8 базовых встреч, о которых я рассказываю, как отличить любовь от влюбленности. Поздно. Программа называется «Никаких извинений», потому что если твоя девушка уже беременная, а ты не собираешься брать на себя ответственность, говорить «извини» поздно. Вот о чем эта программа. Meil on ka igasugused profülaktikateenistused, kus me käime koolides ja ülikoolides rääkimas siis narkosõltuvusest, AIDSist ning ühtlasi on meil selline programm nagu Ei mingeid vabandusi, mis peaks aitama noortel inimestel siis eristada armumist armastusest ja selle nimi on Ei mingeid vabandusi, sest et kui su tütarlaps on juba rasedaks jäänud siis ja sa ei taha vastutust võtta, siis vabandusi enam ei ole. Да, наша дочерняя церковь, они ездят в колонию женскую больше, тюремные стороны несут. Meie tütarkogudus käib ka naiste vanglas näiteks teenistust pidamas. Sellised asjad. Хорошо. Все, могу... Я иду тут на свое место, пить чай зеленый. Хорошо, Nii, спасибо. kõik lähen siis rohelist teed jooma ja